Отделение Пенсионного фонда России по Чувашии является организацией, которая постоянно совершенствуется. В нем внедряются и широко используются цифровые технологии. На минимум сведен бумажный документооборот. Недавно проведена оптимизация структуры. Эти процессы позволили высвободить часть административной инфраструктуры, на которой разместились сотрудники регионального отделения ФСС. Это дало возможность гражданам в одном месте получать услуги двух фондов. И не только. 16 декабря на площадях клиентской службы Пенсионного фонда России в городе Канаш открылся центр общения старшего поколения для жителей города и района. Он стал вторым в республике. Первый открылся 2 месяца назад в Цивильске. На открытии центра общения старшего поколения присутствовали Валерий Петрович Николаев, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чувашской республике, рассказал нам об открытии центров общения в Чувашии. Подготовку к объединению пенсионного фонда и фонда социального страхования, работа она началась еще давно. Если говорить про Чувашскую республику, уже в 2021 году мы совместно с региональным отделением фонда социального страхования начали проводить работу по передислокации, по перемещению работников фонда социального страхования на площадке наших клиентских служб. То есть мы в рамках внутренней оптимизации искали возможности помещения для размещения сотрудников ФСС. И, соответственно, с осени этого года можно смело говорить о том, что даже не дожидаясь объединения пенсионного фонда и фонда социального страхования в Чувашии в клиентских службах органов ПФР представляется полный спектр услуг по линии ПФР и ФСС, так как сотрудники обоих фондов находятся на наших площадках. А непосредственно с 1 января 2023 года мы уже под одним брендом в социальном фонде Российской Федерации будут все работники по линии ФСС и органов ПФР. Вся подготовительная работа проведена, мы подходим к этому моменту с высокой степенью готовности. Какие мероприятия запланировано проводить в центрах общения старшего поколения? Полный спектр. Я, наверное, не смогу полный перечень, потому что все в динамике, все мероприятия проводятся по потребностям посетителей, то есть именно старшего поколения. Здесь и тематические встречи с известными людьми. Это практика Цивильска, Центр общения старшего поколения в Цивильске показал, что очень интересна беседа именно с известными художниками, представителями культуры. Очень полезны, интересны встречи с специалистами. В частности, у нас уже практика есть тематических встреч со специалистом МНТК микрохирургии глаза. Это не приема врача, это когда специалист читает лекцию и поясняет старшему поколению, всем посетителям, какие вопросы со зрением, в частности, могут возникнуть, что нужно делать, как себя вести, то есть общий порядок действий. То есть идет лекция, полезная для посетителей. У нас были встречи Чуваш-курорт Светланы Румуальдовны Тюрниковой. Она пояснила, она является самоврачом, у них очень интересная встреча прошла, она поясняла о возможностях, которые есть для восстановления лечения своего, в том числе не выезжая из Чувашии. Встреча была с психологом, у нас в штате имеется психолог, и очень интересная встреча была старшего поколения с психологом, потому что если взять человека, кого-то в городе, в Канаше, когда он пообщается с психологом. Здесь возможность появляется. Чувашская энергосбытовая компания активно подключилась к нашей работе. Национальный банк, отделение по Чувашской республике, активно проводит мероприятия как дистанционно, так и уже очно они выезжают, проводят мероприятия, тематические речи, как уберечься от мошенников, кибермошенников, как в финансовом плане правильно вести себя. То есть очень нужна, очень полезная тематика. И самое интересное, по посещениям я смотрю, полные залы, значит, это интересно и полезно. Кроме этого, представители МВД. Это тоже тема очень такая наверное, в настоящее время, когда проинформирован, защищен по разным направлениям. Представители банков, они разъясняют о новых возможностях, о новых сервисах.
Наши сотрудники по пенсионной грамотности, когда мы говорим о том, что есть целый спектр услуг, которые оказывает сам пенсионный фонд, и по ним тоже есть вопросы, и здесь это можно уже сообща разложить по составляющим, ответить на вопросы и снять все вопросы, которые имеются. И много-много других направлений, которые даже сложно мне перечислить. Намерений очень много. Хочу отметить, мы, имея поддержку Минтруда Чувашии, имея поддержку Минздрава Чувашии, у нас руки развязаны, и на наши предложения по заявкам посетителей откликаются все учреждения по линии этих ведомств, но не только. Александр Павлович Колесников, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской республики. Виталий Николаевич Михайлов, глава администрации города Канаш, рассказал нам о важности центра для города Канаш. Сергей Николаевич Михайлов, глава администрации Канашского района. Рената Николаевна Федорова, главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Министерства здравоохранения Чувашской республики. Она поведала нам о занятиях в Центре школы активного долголетия. Я хотела бы поблагодарить тех организаторов, которые нам открывают дополнительную площадку для доведения информации о факторах риска нашим жителям города Канаш и Канашского района. То есть открытие этого центра нам позволит проводить профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по мероприятиям активного долголетия, по профилактике мужского здоровья, по профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть мы сюда будем привлекать не только врачей первичного звена, мы сюда будем привлекать врача-уролога, врача-гастроэнтеролога, врача-геронтолога, который работает как раз данной группой пациентов. Мы будем проводить анкетирование, и при выявлении в анкетах определенных параметров мы будем выделять тех специалистов, которые здесь востребованы. В основном на этой площадке будем проводить профилактические мероприятия по информированию населения, по тем мероприятиям, как беречь свое здоровье. Дамир Ринатович Сабиров, руководитель клиентской службы в городе Канаш ОПФР по Чувашской республике. Татьяна Борисовна Степанова, председатель СПР города Канаш, поделилась важностью организации культурного и развлекательного отдыха и полезных мероприятий для людей старшего поколения. Анатолий Семенович Семенов, председатель Канашской местной организации Чувашской региональной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов, поделился своими планами о том, чем он планирует заниматься в центре и какие мероприятия его привлекают. Мы сегодня собрались в пенсионном фонде, чтобы открыть центр общения старшего поколения. Этот центр необходим для нашего поколения. Здесь мы будем заниматься искусством, конкретно будем живопись писать. Вот эту картину мы написали люди своим учителем Захаром Геннадием Николаевичем. Я начал заниматься это год тому назад. В этом второй год пишем картины. В Ухманской средней школе пишем. Летом выезжаем на пленер. И думаем здесь при помощи наших друзей заниматься и керамикой, и скульптурой, садоводство, пчеловодство. Есть многие мои друзья, которые на сегодняшний день занимаются и пчеловодством, садоводством. Здесь будем поездить. Здесь центр притяжения будет именно нашего возраста. Здесь есть компьютер поставили. Наш председатель инвалидов по городу Канаш Краснов Евгений Оксанович будет обучать людей финансовой грамотности на компьютере. С 8 до 5 все двери будут открыты здесь. Думаю, люди притянутся здесь и из сельских поселений, и город. Я думаю, это на сегодняшний день очень необходим. Выступающие сказали, что это очень нужен такой, тем более нашего возраста. Мы уже, дети выросли, внуки уже тоже подрастают, а мы должны здесь найти и заниматься полезным и творческой работой. Ольга Михайловна Петрова, председатель городского канашского отделения Союза женщин Чувашии, рассказала нам об открытии центра как новом формате общения старшего поколения. Мне приятно находиться сегодня в этом здании, потому что действительно это здание строилось
нашими руками, сообща нашей командой, которая была создана в 1999 году. Приятно смотреть на то, что происходят сегодня изменения, внедряются новые технологии. Если здание строилось для оказания пенсионных услуг, социальной помощи какой-то, то на сегодняшний день, вот чисто если сегодняшнее мероприятие рассмотреть, то в здании пенсионного фонда открывается центр общения для людей старшего поколения. Вообще, я считаю, что это очень своевременно и очень нужный центр, потому что когда человек в силу своего возраста или состояния здоровья заканчивает свою профессиональную деятельность, он остается дома один на один с собой, у него начинается депрессия. Не каждый человек готов вот так вот резко остаться дома. Работа общественных организаций, клубов по интересам и вот центра общения, то, что открывается сегодня, в городе опыт работы таких организаций он уже есть. У нас работает Союз пенсионеров, который под своей эгидой объединил многие ветеранские организации. Это клуб «Надежда», клуб «Родник», «Нептун», «Оптимисты». То есть на сегодняшний день в городе это 5-я площадка, где пенсионеры могут встречаться, общаться, получать определенные новые какие-то знания, разъяснения. То, что касается и общественно-политической жизни, то, что касается здорового образа жизни. Все это, оно должно быть, потому что вот в таких клубах и в таких центрах пенсионер вновь, ну, даже можно сказать, что обретает себя уже на новой стезе, в новом каком-то формате. Все это должно быть. И я от имени, ну, от себя лично в первую очередь, конечно, и по поручению председателя Союза женщин Чувашии Натальи Алексеевны Николаевой хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать, конечно, всем крепкого здоровья. Всем хочется пожелать, учитывая вот ту обстановку, которая сегодня сложилась в мире, хочется всем пожелать мирного голубого неба, чтобы все близкие были рядом с нами, были здоровы, веселы, бодры. Успехов и удачи всем! Васильев Генрих Геннадьевич, председатель Республиканского совета ветеранов. Ветеранская организация наша подписала соглашение с управлением Пенсионного фонда Чувашской Республики. И считаю это очень важно, потому что Всемирная охрана здоровья свидетельствует, что ветераны нуждаются в общении. Именно для них это дефицит. Но это и понятно, потому что дети разошлись, у них свои семьи, и как бы ветераны очень-очень-очень нуждаются в общении. И вот как раз вот эти центры общения ветеранов, они очень важны. Ну, в этом плане радует то, что в Чувашской республике идут на переднем плане. Вот недавно был открыт центр социального обслуживания в Цивильске. У нас есть в Цивильском районе подразделение ветеранской организации. И сегодня ветераны организации работу показывают, что такие центры очень нужны. Там, кроме того, они получают профессиональные знания, вот, например, компьютерной грамотности, как избежать нарушений каких-либо налоговых, или же как, чтобы не попасть на удочку мошенников. Ну и, кроме того, проводят различные турниры по шахматам, например, по шашкам, конкурсы различные проводят. То есть это действительно центр социального обслуживания, очень важный объект. Ну и, конечно, вот у нас состоялся 17 декабря съезд в Москве, когда я в своем выступлении отметил, что у нас в республике уже открыт такой социальный центр общения ветеранов и планируется еще. Честно говоря, коллеги из других регионов России, они позавидовали мне, что вот у нас в республике проводится вот такая большая работа, потому что действительно это большая необходимость. И, конечно, то, что сегодня в Канаши открыли, нас это радует, ветеранов, потому что я вижу уже сегодня, вот у нас тут присутствует сегодня на сегодняшнем мероприятии председатель Канашской районной ветеранской организации, и он уже на целый год расписал, на следующий год, даже на 23-й год, расписал план работы в этом центре. Поэтому я
одобряю вот этот момент, поддерживаю и считаю, что такие центры, они нужны для ветеранов. Они продлевают жизнь ветеранам. Для старшего поколения оборудован компьютерный зал, мини-библиотека и творческая студия, в которой будут проводиться мастер-классы художников, скульпторов. В центре заработала школа долголетия. Помимо образовательных программ, посетители могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы. Также у пожилых людей есть возможность повысить финансовую и компьютерную грамотность. Особое внимание в центре уделяется людям с ограниченными возможностями. В центре общения старшего поколения откроют пожилым людям дополнительные возможности для самореализации и ведения активного образа жизни. Люди смогут чаще встречаться, общаться, совместно заниматься любимым делом, развивать в себе новые направления и увлечения, открыть для себя новое хобби. Людмила Матвеева, Владислав Васильев, Пенсионный фонд России, города Канаш.